перемалывается, добавляется раствор, вот. Пропускается выделенный сорт, его разбавляет раствором. Этот небольшой переносной аппарат «Экотест-2020» – настоящая находка для специалистов Россельхозцентра. Всего за каких-то 40-50 минут он дает функциональную диагностику питания растения. Средние образцы культуры измельчаем ее, выделить хлоропласт, добавление реактивов. В специальной методике выводится раствор. Этот раствор проходит фильтрацию. Здесь уже стоит кювета. Мы кювету поставили, проводим анализ. У них тоже все как у людей. Недостаток витамина в рационе. И вот у растений нет ни сил, ни желания расти и радовать вкусными плодами. Поэтому и нужно скорректировать питание, чтобы повысить иммунитет зеленых к различным заболеваниям и стрессам. Метод исследования позволяет определить потребность в порядка 14 микро- и макроэлементах, необходимых подопечным. Пропускаем через прибор, и мы получаем результат. И сравним уже с образцом. И смотрим наличие или, точнее, избыток или нехватка того или иного элемента. Азота, там, вот, по цвету вы уже можете догадаться, это железо. Эти у нас приборы, точнее реактивы все в поставке. Дефицит или профицит азота, фосфора, железа или даже кальция. О том, что у клубники проблемы с питанием, в ТК Канташевский поняли практически сразу после посадки. Новые саженцы подозрительно медленно росли. Именно поэтому, узнав о новой услуге Россельхозцентра, они и обратились к специалистам. Одними из первых подписали договор о совместном сотрудничестве. Этот урожай пошел с некоторыми проблемами. Нам пришлось произвести листовую диагностику, и уже по результатам анализа мы, соответственно, производим определенные мероприятия, чтобы улучшить качество растений, качество продукта. Пока мы только вот заключили договор на той неделе, мы первый раз только передали им образцы для диагностики, для анализа. Ну и уже по результатам этого анализа мы корректируем свои действия. В тепличном хозяйстве площадью 1 гектар клубнику выращивают уже второй год. Мурана, Клери, Сан-Андреас – в основном это заграничные рассады. И проблем с урожайностью, как говорят, с ней никогда не было. Но из-за карантина и закрытых границ пришлось взять местные образцы, которые и подвели. Общий объем растений у нас где-то около 100 тысяч кустов. К сожалению, были некоторые проблемы, но в принципе нерешаемых проблем нет. Все проблемы решаемы, тем более мы сейчас активно сотрудничаем с Россельхозцентром. Я думаю, что теперь мы сможем некоторые проблемы мы сможем исключить в дальнейшем. В Ингушетии такие исследования начали проводить только с конца прошлого года. До этого фермерам приходилось вывозить посадочный материал в соседние регионы для анализа. Это было затратно и неудобно. Делали это в тестовом режиме. Мы 3-4 раза, кажется, делали в хозяйствах. А в этом году мы более плотно начали работать по этому направлению. Так как это экспресс-анализ, портативное оборудование, мы можем выехать в хозяйство и на месте обследовать и дать рекомендации, какие препараты использовать, что там не хватает, что там в избытке. Будущий урожай ингушских аграриев теперь, можно сказать, под защитой. Правда, пока к функциональной листовой диагностике прибегли только несколько сельхозпроизводителей региона. Тамара Хшагулькова, Магомед Шаухалов, Новости 24.